Дорогие друзья, мы сейчас направляемся в поселок Нижний Пестях, который расположен на правом берегу могучей реки Лена. Едем мы из Якутска на пароме, поскольку у нас нет сообщения другого, нет моста, который бы соединил два вот этих населенных пункта. На пароме мы будем добираться примерно час. Зимой это расстояние сокращается в разы по времени, примерно за 15 минут, и вы находитесь уже в Нижнем Пестяхе. Ну а сейчас мы будем до Пестяха добираться примерно час. Река Лена, дорогие друзья, входит в десятку самых могучих рек мира. Любой школьник планеты знает о нашей реке. Ее протяженность 4500 километров. По ширине река Лена иной раз достигает до 40 километров. Могучая река, красавица река. И вот по этой реке мы сейчас пересекаем эту реку и скоро будем в поселке Нижний Пестях. Поселок Нижний Пестях возник на заре советской власти как перевалочный пункт. И сегодня этот небольшой пункт вырос до крупного транспортного узла, где соединились целых 3 вида транспорта – железнодорожный, водный и автомобильный. Все грузы, которые приходят к нам из-за пределов республики, они добираются к нам обычно железнодорожным транспортом, ну а раньше это был только автомобильный транспорт по федеральной дороге, трассе Лена. Раньше это старое ее название АЯМ – Амуро-Якутская магистраль. Она соединяет наш регион с Амурской областью, ну и потом с остальной частью нашей необъятной родины. Железнодорожный транспорт скоро от железнодорожной станции Нижний Пестях пойдет на Магадан. Ну, когда появится железнодорожный автомобильный мост. Мы все его с нетерпением ждем. В поселке Нижний Пестях проживают труженики, которые работают в самых разных отраслях нашего хозяйства. Но в основном все это связано с транспортом, с перевалкой грузов, потому что это действительно мощный транспортный узел для нашей республики. Все грузы, которые приходят из-за пределов республики, проходят именно через Нижний Пестях. Ну а потом направляются далее по воде или автомобильным транспортом на север. Сегодня мы будем гостями в Нижнем Пестяхе. Дорогие друзья, ну вот мы с вами и в Нижнем Пестяхе. И сегодняшняя наша героиня, цветочница, цветовод, домохозяйка Наталья Зорина, одна из старожил этого поселка. Поселок Нижний Пестях, это поселок городского типа. Его переименовали в 1971 году. 52 года уже вот этот поселок является поселок городского типа. Вот так он именуется. Ну, Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Огромное спасибо, что вы нас приняли и показываете свой дивный сад. Вот какая красота. Да, это альбертиновое дерево. Так. Ну, тут микс. Здесь альбертина и антуанетта. Вообще, это петуния противоударная. По поводу дождя, ветра и всего остального. И вот если бы было солнышко, мокрые бы цветы уже просохли. Ну, сегодня, да, с погодой Да, нам здесь немножечко. не повезло. Да. Но сколько кустиков у вас Здесь- на этом дереве? Это дерево, это, в общем-то, конструкция Да. из металла. Да. Здесь 16 кашпо, мисок на 11,5 литров. Я могу вам показать. Вот. Ого. И здесь по 2 кустика в каждой миске, потому что это микс. Альбертина и антуанетта. Когда вы их высаживали и как вы добились такого вот пышного цветения? Вы их когда-то там прищипывали, да? Обязательно. Ну, это все начинается с рассады. Рассаду я начинаю сеять в марте месяц. Где-то примерно, сама смотрю по погоде, как у нас. И все, я начинаю в рассаде ее выращивать. И если вижу, что что-то пошло за грани горшочка, я начинаю ее, естественно, прищипывать. Оставляю в ней в пазухах, из пазухов потом начинают идти свежие листики.
Я представляю, что у вас творится весной в вашей квартире. Ужас. На всех подоконниках стоит рассада. Да, Примерно да. сколько у вас вот этих маленьких стаканчиков? Ой, я не считала, но, наверное, штук 500. Ого-го. Петунии только петунии. Только петуни. А ведь вы еще занимаетесь и другими цветами? Да, ну, выращиваете? для разнообразия. Скажите, вот в одном у нас горшке, вы сказали, это 2 сорта, да? Да. Вы так смиксовали. Мгм. Они, в общем-то, похожи, или Похожи. они немножко как-то разные по уходу? Нет, они похожи, абсолютно похожи, они все каскадные, и я выбираю специально мелкоцветочные, чтобы сочетание было, ну, я думала, будет красивее намного, но почему-то Антуанетта меньше разрослась, чем Альбертина. Альбертина мощней. Сколько раз за сезон вы делали стрижку? Я стрижку делала перед тем, как высадить в миски, и больше я не трогала. Чем вы подстригаете? Маникюрными ножничками или... Нет, есть специальные ножницы садовые, Садовые. да, я Мгм. садовыми ножницами все это обстригаю. Мгм. Так, каково питание? Ой, Вот в самом питание начале. это самое главное. Да, вот вы посадили, пересадили из маленьких своих вот горшочков уже... Нет, сначала до Так. даже этого, когда я сажу в рассаде, я очень сильно кормлю, когда она примерно сантиметров 10 Мгм. в горшочке. Я кормлю азотным удобрением, где находится 70%. Это мочевина. 10 грамм на 10 литров развожу и обильно поливаю. Как я увижу, что у меня большой объем зелени, То есть вот эта мочевина, она как раз... да, она для дает, наращивания зеленой массы. Вот. И только я увидела, что такой компактный куст у меня уже растет, я начинаю фертикокристаллон. Потом для цветения обязательно нужно калий. Это монофосфат калия. В какой период нужно вводить вот этот монофосфат? Когда созревание бутонизации идет, когда бутончики начинают вот много-много-много, тогда начинайте монофосфатом калия. Монофосфат – это то, что вы покупаете в наших вот специализированных магазинах. Да, и А выписываю. можете, допустим, посоветовать дачникам, каким-то огородникам, начинающим садоводам использовать просто золу дровяную? Могу, но ну, там не древесную. будет такого питания. Все-таки не будет? Нет, не будет, потому что в монофосфате калия добавка еще идет и от болезней заодно лечит, и, как правило, там больше вот она начинает созревать бутонов и просто укладывает эту петунью. Залез только нет, но золу рекомендую. По почвам. Как вы готовите грунт для своих петуний? Мгм. В рассаду только почвобрикеты, потому что там уже свой НПК вложен, значит, то есть... По микроэлементам? Да, по микроэлементам, макро, там уже начальное питание уже есть. А когда уже я пересаживаю в миски, я покупаю Агробалт торф синий. Мгм. 70 литров, мешки есть, если по 25, и 1 к 1 с черноземом делаю. Агробалт и чернозем. Перемешиваю все и туда. И получается вот такая Да, красота. Да, То есть по почвам воздушная почва такая. у вас, вы ведь занимаетесь цветами уже который год. Вот Да. каков стаж вашего цветоведения, Ой. цветоведения? Наверное, 15. 15 Да. лет. С ума сойти. Но, наверное, от вас уже пошли по всей республике вот эта увлеченность вот этими пышными, огромными кустами вот этой петунии, да? Вы знаете, я познакомилась еще с девочками из Салдана, там есть группа цветоводов. Какие они вообще там молодцы. И вот мы все, каждый обмениваемся своим опытом. Я никогда не думала, что в Алдане есть такая красота тоже, там обильность. И вот мы все обмениваемся опытом, и у меня есть свой телеграм-канал, где я девочек учу. И вот так То есть другу вы рассказываем. делитесь Да. своим опытом, да. своей практикой. Кто-то другое как-то по-другому кормит. Тоже все принимаем к сведению. Вот здесь внизу какие у нас, ну, в общем, какой вид и Мгм. какой сорт петунии? Это тайдал. Это тайдал. Петуния тайдал – это Мгм. самые мощные петунии, которые практически стричь не нужно. Ну, в рассаде я все равно немножко прищипываю, потому что рассадины некрасивые. А вот сам по себе одна штука, она разрастается настолько, что объем, я вам там потом покажу красную, к сожалению, я забыла, как называется, вот у меня из головы вылетело. В общем, у каждого есть свое имя у цветка. Мгм. Ну, В общем, тайдалов тайдал мало, это да. общий, как бы, да, тайдал – это название. общее название, Мгм. и их очень мало сортов, 4 что ли всего. Но это выведены специально гибридные Мгм, сорта, мгм. да, как раз-таки для вот таких вот украшательств. Да.
именно своих садов. Вот этот тайдал, он сидит у вас, это один, то есть из одного семечка. Из одного семечка. И посмотрите, как он разросся. Сколько нужно примерно для тайдала, для одного кустика, ну, объем грунта вот этого? Здесь я дала маленький объем, здесь 11,5 литров, но он может и в 60 сидеть, и в 80. 80 он будет еще краше один. Вот это да, то есть один. И он прям успевает за наше короткое якутское лето вырасти и прям радовать глаз. Да. За что вы любите петунии? Вот сейчас у нас август, ну, начало августа, середина августа примерно близится, да? Вернее, мы уже миновали середину августа. И у вас вот такое вот пышное, красивое цветение. До какой поры цветут петунии? Пока снег не уложит. И вот они из-под снега цветут. Вот это да. То есть они еще и морозостойкие. Очень морозостойкие. А вот эти тайдалы? И тайдалы тоже. Вся петуния абсолютно морозостойкая. Вот поэтому-то как раз наверняка она и популярна у нас в Якутии. Да, и потом она очень красивая и многоцветущая, многоцветковая. Ее вообще просто, я не знаю, ее везде любят. Не только у нас в Якутии. У вас очень красивый участок. Скажите, а вот этот вот домик, вы чайный домик, видимо, да? Да. Вы украсили тоже петунией. И посмотрите, как красиво, дорогие друзья. Это тоже вот наверху, это ампельные петунии, да? Да. Ампельные петунии. 5-литровый кашпо. Они такие крупные цветы, да, по сравнению вот с тем сортом, который мы только что разглядывали. Да, это крупноцветковые. Крупноцветковые. Как внизу домашние цветы. А домашние цветы, давайте подойдем поближе, и вы немножечко расскажете, как вы за ними ухаживаете, и что это за цветы. Ой, это какие они чудесные. Это пеларгония. Ой, как красиво. И нужно, вот вы сейчас собираете вот эти вот отцветшие, да, цветочки? Я прям беру, вот, если они уже отцвели. Я слышала, что пеларгония, она немножечко такая капризная. Правда это или нет? Я не заметила. То есть пеларгонию вы тоже выращиваете, ну, каким образом? Ее черенковать можно. Черенкуете. Ее можно вот в корневин обмочил и в таблеточку вставил. И уже, и она пойдет потихонечку, да? Вот это да. А в какой период можно? Вот сейчас можно ее так сделать? Ну, можно, в и она любое. Для меня? В любое время? Для меня в любое время можно. И зимой это можно сделать, да? А сейчас идет процесс вообще черенкования. У девочек, вот то цветочницы, я просто уезжаю в отпуск, от каждой петунии можно брать даже. И то есть вы все это высаживаете в небольшие горшочки, да, а потом у вас потихонечку это уже идет подготовка к следующему дачному сезону, да? Абсолютно верно. Цветочному. Как красиво. Пеларгония это все разных видов? Да, разные виды. Они все у вас вот сидят тут в одном месте, как да? бы на одной стоечке, вот снизу. И главное питание и уход, естественно. Ну, на улице уход, дождь орошает же ее. И листики смывает, и пыль с нее смывает, и все. И все равно, мне кажется, что на улице она себя лучше чувствует, чем на подоконнике. А в какое время вы уже заносите вот эти горшки уже как бы на зимний период? В сентябре, наверное. В сентябре, в конце. Но когда холода, кстати, морозы, как она к морозам? Вы знаете, наверное, еще не заставала она мороз, как бы. Вот, то есть до 0 градусов вы не доводите и уже заносите домой. А вот здесь вот маленькие цветочки у вас растут, ну, они такие крупные, красивые, на кувшинки похожи. Это анимоны. Анимоны? Да. Расскажите, пожалуйста, про этот цветок. Он тоже неприхотливый. То есть я покупаю их в Симоленде, заказываю, или в Валберисе. Приходят такие картошечки, как плюшки такие, знаете, они коричневые. Все, их в полотенце я раскладываю, теплой водой проливаю полотенце, чтобы сырое было, укладываю их в ряд и закрываю второй частью полотенца, и так они лежат часа полтора, набухают. Когда они набухнут, там будет видно, что откуда идет корешок, значит, той стороной нужно посадить в землю. И все, я сажу, засыпаю торфом и больше не прикасаюсь к ним. Это однолетние или многолетние растения? Многолетние, но у нас же не могут они зимовать, поэтому я их выкапываю, сушу, промываю, сушу и обратно в холодильник. И она у вас вот эта вот дивная вот эта вот красота лежит в холодильнике, да, как спящая красавица, да. А потом вы уже весной, в какое время вы высаживаете в мае месяце, начинаю все с мая месяца, да. Со смачиванием. Вот с мая месяца начинаю, примерно где-то числах 15-х, потому что эти цветы быстро отцветают, и я хочу, чтобы они с конца июля начали цвести, и чтобы порадовали глаз. Но они уже практически вот отцвели все. Скажите, кто вам помогал с дизайном?
У моего мужа есть друг, он живет в Нерингре, а его дочь архитектор ландшафтный. Она нам нарисовала все, и мы вот из-за того, что она нарисовала, ну я, правда, свои тут идеи немножко включила, потому что у нас кустовые деревья не растут, и они вымерзают. Я решила все это оформить кустовыми петуньями. Да, и вот у вас как шикарно получилось. То есть у вас несколько деревьев, прямо вот как бы Да. петунья растет, да? В прошлом году было одно, но аппетиты растут, и я решила еще два сделать, и арку. Ой, какой интересный кустик у вас вот в ведерочке. Это что за куст? Это мне Салдана отправила в подарок цветочница Галина Дегтярева. Это колюс. Посмотрите, это получается вот два вида, да, Да, у вас два здесь вида. посажено. То есть и бордовые листочки такие, Мгм. и зелененькие. То есть можно, то есть многолетник это, да? Многолетник, да. Мгм. И он тоже Вегетативный можно, многолетник. да, можно его взять на вооружение. Очень красиво оживляет, разбавляет как-то вот эту Мгм. всю цветочную красоту. И действительно украшение Да. любого И сада. необычные такие листья у него. Листья очень красивые, Мгм. декоративные. Гладиолусы, я знаю, что не у каждой хозяйки может вырасти вот такой чудесный, прекрасный цветок. Потому что вот я, когда пробовала сама сажать, у меня они просто сломались. Так вот, А видите, оказывается, вот, нужно вот видите, какие-то, палочки, какие да, конструкции поддержки. стоят. Ветер нас не щадит, и цветы наши тоже. Все это вот. Но тем не менее, гладиолусы у вас все-таки Да. вам удалось добиться, чтобы они цвели. Я совет хочу дать. Вот если вы выбираете кашпо под гладиолусы, да, нужно их садить на расстоянии друг от друга около 1 сантиметра, чтобы плотность была. Чтобы они друг Да, друга поддерживали. Да, им хватает нарастить новые головки и все. Нужно их поплотнее просто, и все. Мгм. И все. И И всё. кормление. Так, здесь у вас, ну, скажем так, парадная часть. Да, было очень красиво до ветра. Очень, да, и все это посажено у вас в какие-то емкости, в горшочки. Горшочки. Мы их не видим, но просто все вот утопает, и прям такие шарики, да? А это хорошо, цветочные. что вы их не видите. Клумбы Я у вас- хотела добиться того, чтобы их не было видно. Мгм. Но у вас это прекрасно Да. получилось, кстати говоря. Да, и еще интересная такая арочка, да, цветочная. Это тоже вы сами по своему проекту где-то сварили, да, В вам? магазине Сардана, у нас есть магазин М. Сардана, я увидела маленькую такую, знаете, арочку. Я ее сфотографировала, привезла своему другу-сварщику. И вы Да, и масштабировали говорю, ее. давай умасштабируем ее побольше. И Мгм. вот получилось 5 кашпо здесь Мгм. на 20 литров. В каждой по одной штуке сидит. Это тайдалы. Нет, Нет. это не тайдалы, это каскадисы сидят. Мгм. Это опера в середине сидит. То есть это ампельные, да? Они Да. вот вниз как бы Да. опускаются. Это вот в середине опера. Это вообще, это, я не знаю, это на следующий год у меня будут такие деревья. Очень красиво, они у вас ровненько прямо там. Вы знаете, как вот висят, да, вот эти вот гроздья, Да, усыпанные сосульками. цветами? Вы их подстригаете прям вот в течение сезона сколько раз? Вообще не Чтобы трогала. добиться. Вообще Только не трогали? вот как в миску М. высадила, подстригла и все. Но это невероятно, смотрите, они прям близнецы, сестры-братья, да, они вот прям вот как-то Вот дружненько. Разбери опера, да, вот которая в середине сидит, у ней от 1,5 метра в объеме куст. Ого-го. Эти тоже догнали практически. Вот это Беатрис, это да. это Карл Кис, красный вот по бокам. Мгм. который. А внизу это тоже петуния? Нет, это флокс. Это флокс. Давайте подойдем к флоксу Однолетний флокс. поближе. Мгм. Это однолетник уже. Однолетний. Как за ним ухаживать, как его вырастить Вообще таким простой цветок. красивым? Так. В рассаду посадил, также распикировал. Можно стричь его тоже, чтобы он И вот в один повыше. горшочек вы сажаете сколько кустиков? Там напольная земная клумба. Мгм. Я вскопала, укладываю спанбонд, который Мгм. черный, чтобы трава не росла. И, То есть вы прям в землю, в грунт, да? и в землю Мгм. их туда. Так. Всё. И сколько примерно у вас здесь вот кустиков? Ну, Ой, чтобы побольше добиться... сажу, кучкой прям сажу. Даже Ну, если по 2, 10 по 3 штук в или одну сколько? могу посадить Так. луночку. Ну, наверное, штук 8 там. Мгм. Это кругу. флоксы. Это флокс. И получается по кругу очень красиво получается. Да, и оно потом Ну, то есть, распадается. да, можно взять на вооружение вот этот Да. вот способ и красиво украсить именно вот сам, так сказать, Мгм. саму землю, да? Да? И вот я гляжу, у вас здесь вот такая вот интересная конструкция. Это лебедь, да? или что Лебедь. это? Да, может, мы его Да, как-нибудь лебедь, увидим. но мы его не видим. Вот он Посмотрите, зарос. как он зарос. Мгм. Вот, чудесная конструкция. Цветочная тоже... группа «Алдан» у меня Так. есть. Мгм. И там девочки
значит, поделились, что у них в Алдане мужчина делает вот такую прелесть из бетона. Один лебедь весит 60 килограмм. Вот это да. Да, ну примерно вот сколько литров? Ну, наверное, литров 10 там земли. Вот, и я решила тут айдал посадить. То есть это получается у него такая как бы есть форма, заливает именно как горшок, да, цветочный? Вот так вот он. Вот так он выглядит. Вот крылышки Давайте у него покажем тут. крылышки. Ой, как красиво. Крылышки, хвостик у него. Да, там надо всё. было вам какие-то цветы здесь посадить, те, которые вот Я тайдалы показали туда бы, посадила. да, показали бы вот этот замечательный горшок. А рядышком, посмотрите, какая красота. Такие Эустома. крупные цветы. Это эустома. Эустома. Ой, как она у вас чудесно цветет. Расскажите, как вы за ней ухаживаете? Это очень тяжелый цветок. Да, очень тяжелый. капризный. Я его сею в начале января. О, вот Под это да. лампами держу, у него корневая очень медленно развивается, он постоянно на корневине. Есть такой препарат корневин, я разбавляю и поливаю, чтобы нарастить корневую массу в горшке. То есть у него корневая масса очень медленно Очень развивается. медленная, очень. Он очень ранимый, прихотливый. В прошлом году были хорошие они, нынче какие-то они вот скудненькие. Ну, наверняка вы с ними разговариваете. Обязательно. Да, уговариваете, чтобы Поругать они... могу. То есть это однолетник. Ну, для меня однолетник, но вообще 2 года они могут жить. Ну, давайте поглядим еще А вот цветочки. еще эустома. Еще одна эустома. Ой, розовая Розовая. эустома. Посмотрите, они все разных цветов. Вот. Но вам же удалось, посмотрите, сколько труда и сколько терпения нужно, чтобы с января, когда зима, Терпение когда надо, морозы, да, и вы высаживаете вот эту красоту, чтобы полюбоваться. Кстати, а цветет он когда? Вот этот цветок? У меня рано начинает зацветать. Ну, примерно когда, в какое время? В июне, в середине уже Уже начинает. в середине Да? июня. И вот эти цветоносы прямо идут. Да, да, Как да. вы подкармливаете, чтобы цветоносы шли и шли? Да, ну вот так же, как всю петунию свою, все тот же самый состав НПК, что был, микроэлементы, макро. В основном фертикокристаллон, монофосфат калия. Когда-то я им даю тоже мочевину. Вот недавно давала, потому что что-то они слабенькие. Мне кажется, что они слабенькие. Ну Потому и- что по сравнению с прошлым годом у меня были вообще шикарные. Нет, ну эустомы. почему? Вот тот у вас вообще такой веселенький. Ну, стоит. там всего 3 цветочка. 3 цветочка. Здесь вот один цветочек, да? Мгм. Мгм. Один и вот еще беленький там закрылся. Уже, кстати, отцветают, видите? Мгм. А когда они перестают давать цветоносы? Примерно в какое время? То есть, Они наверное, дают и они очень, дают. как Пока солнце есть, хорошее. теплолюбивая. И, кстати говоря, петуния, она же любит солнце, Да. не любит тени, и у вас достаточно участочек такой У перед меня домом. вообще двор хороший. Вот у меня до 3:30 здесь солнышко. С 3:30 оно уходит, и я спокойно могу поливом заниматься. То есть уже с Да. 4 часов Да, с дня, 4 с часов 16 уже часов Как вы бы начинаете... теневая часть. От этого им лучше, наоборот, развитие. То есть Не как печет бы- их целый день. Да, но все-таки солнце они любят, но чтобы прям не целый день Да, это нет, было, не да? целый день. Это абсолютно все цветы так любят или все-таки есть Практически какие-то все. Практически такие все. солнечные? Гореть никто не хочет на солнце особо. загорать? Вот эти цветы. Это кустовая циния от партнер. Мгм. Ее недавно только создали, я так поняла, у партнера. И она не одиночная растет, а кустами. Вот здесь Но они 6 создали кустов. красивый 6 цветок. кустов здесь, да. 6 кустов, и Вот. они все разных цветов. Да, и просто кустом вот так делаются, и низкорослые они. Мгм. То есть как вы сажаете? Вот, допустим, семечки, у них они такие остренькие, да? Да, остренькие. Так. По одной семечке прям сразу же в Стаканчик. горшочке сажу, да. Когда только они вышли, ее очень любит серая гниль. Вот видите, тут у меня уже начинает, вот видите? Ой, Вот, да, ну, посмотрите, друзья, его посмотрите, вот это заболевание называется Да, серая это серая гниль. Как вы боретесь с Скор, этой препарат напастью? Скор есть такой, я его развожу и опрыскиваю, чтобы прям по листьям стекало. Ну, сейчас я уже расслабилась. А так под уже- корень можно Нет, поливать? только опрыскать. Только опрыскать Да, нужно, чтобы да? прям стекала с него эта жидкость. Вот эти красивые, у вас такая красивая композиция в центральной вашей вот клумбы, она украшается вот этими красивыми лобелиями, да? Лобелиями, да. Оказывается, лобелия бывает не только голубая, да, сиреневого цвета, Она и еще беленькая есть, и
сиреневенькая, голубенькая. Ой, как красиво, и вообще какая она нарядная, как красиво украшает. Насколько прихотлив этот цветок? Для меня вообще не прихотлив. Мгм. Я лобелию сажу, вы знаете, что это очень-очень мелкие семечки. Мгм. Я просто намачиваю палец, ну, подушечку, и в стаканчик уже с готовым компостом просто прикладываю к земле и оставляю их там. И вот этот вот пучочек всходит, который, все, и он так до высадки. Это с одного семечка? Нет, они не одним семечком продаются, они прям вот, ну, как вот сказать, как манка, как крупа манная. Мгм. И я вот обмачиваю и Миленькие-миленькие, да? туда, да, на А, землю. и вот, вот эта вот кучечка, она разрастается. Да, потом я ее подстригаю, чтобы Мгм. она обороты набирала побольше. И из точно пазух. так же подкармливаете вот Да. всеми теми компонентами, которые вы только что вот нам перечислили. Ну вот смотрите, такой шикарный дивный сад, он, конечно же, еще и украшен домашними цветами. Поговорим про бегонию, вот очень коротко. Это бегония. Это разновидности бегонии вообще. Как беликония она свисает вот такими вот гроздьями. Огонек, вот такая красивая махровая. И вот такая белая. Это пендула. Бегония пендула. Раз это домашний цветок, я его заношу потом в дом. Можно его обстричь на зиму, он свои потом из пазухов выпустит новые листики и на следующий год опять выставлять сюда. Просто он уже весь отцвел и вот обсыпается, а так очень много цветов. А как вы подкармливаете? Биогумусом. Заказываю биогумус в Сималенде или Валберес, опрыскиваю биогумусом и добавляю в почву биогумус. Очень хорошо любит. Если только вижу, что что-то не так с листиками, скором обрабатываю тоже. Скор – это от всех болезней цветов, Мгм. Наталья, как аспирин. у вас столько цветов, примерно сколько их здесь? Наверное, 1000 с лишним. Ой, мне вчера буквально в Телеграме, в канале задали вопрос, сколько у вас кустов? А я даже, если честно, не считала. Ну, наверное, кашпо здесь я даже, вот обязательно нынче посчитаю, когда буду все уже убирать, я посчитаю. Даже не скажу вам. И еще такой момент. Как вы поливаете? Какой водой? С водой у нас вообще напряжение, да, поэтому у меня муж выкопал колодец очень глубокий, 6 метров, так как у нас сухой Давайте участок. посмотрим. Давайте. Так как у нас сухой участок, и здесь нету воды вообще, да, в колодце, Мгм. если на 3 метра копать, мы сделали на 6 метров. Так. куда Как сделать? типа скважинки он выкопал, Мгм. очень глубокий, и мы его с весны начинаем отогревать кипятильником. Потому что воды наливаем и туда кипятильник. И вот он постепенно начинает оттаивать его. Оттаивает, и все, мы заполняем бочки. Она отстаивается, нагревается за день. Каждый день качаем ее, и я поливаю потом ей отстойной водой. Примерно колодезной. сколько литров это ежедневно у Она вас? только на двор уходит у меня 600 литров. О, вот это да. Но это здорово, то, что имеется у вас своя вода, прям вот Да. на вашем участке. Это точно. Это просто огромный-огромный плюс. Конечно же, без воды такую красоту создать ну, практически невозможно. Ну что, дорогие друзья, берем на заметку вот такой чудесный двор, то есть свое жилище, свое пространство можно украсить с помощью цветов, радоваться и ну, в общем, Наслаждаться. наслаждаться В этой нашей жизнью. Якутии такой красотой наслаждаться. Ну что, дорогие друзья, пробуем?